пришло время, когда мы будем представлять наш туристический рынок единым фронтом, так сказать. Почему? Потому что, да, в Узбекистане развит познавательный туризм, но и Казахстан имеет очень прекрасную природу, и где можно развивать совместный экологический туризм и познавательный туризм. То есть это, если мы объединим потенциал двух стран, то появится мощный, такой, скажем, туристический регион на всем пространстве Шелкового пути. И здесь тоже много в ходе конференции говорилось о Шелковом пути. И я хотел бы сказать, что Шелковый путь превращается в самый настоящий бренд, потому что вот я только недавно вернулся из Берлина, где проходило совещание ЮНВТО, и принимали новых членов Шелкового пути, и уже 34 страны уходят в единый пояс Шелкового пути, и даже те страны, которые непосредственно не были на его протяжении, так сказать, да, заинтересованы войти, потому что это превратился в самый настоящий бренд, где присутствуют крупнейшие туристические страны, наш центральноазиатский регион, Китай, Индия и другие рынки. По итогам прошлого года количество туристов выросло около 30%, а за январь-февраль уже нам данные предоставили, выросли на 65%. То есть это огромные цифры, и очень быстро растет туризм в Узбекистане. Принято несколько очень важных мер по развитию туризма, в том числе внедрение безвизового режима для отдельных стран, упрощение визового режима и другие меры, которые направлены на развитие туризма. Для наших туристических компаний казахская сторона решила предложить медицинский туризм, показать свои современные медицинские учреждения, чтобы показать, насколько развиты технологии. И я думаю, что такой же мы можем устроить в нашей стране, потому что у нас тоже медицина очень развита. Я думаю, что следующим этапом будет также приглашение казахстанских туристических операторов посетить Узбекистан, чтобы посмотрели наши тоже современные медицинские учреждения, и граждане Казахстана могли воспользоваться тоже услугами в Узбекистане, так же, как и наши граждане в Казахстане.